Бзера шима зейза зиги, яха хайпла разыску, ишдурует айку шахатру. Айку шахатра, яха раб хиргила нисхацистаху, арезцара, анапацавира, алейтаха, уиги абрачкун ши ирхоз ракхаб, иша алас. Аджи зымцааква, парламента зымцааква, убыси але, ахараб хиргила набра юхату, абрай зараги зымя пааго, яха, хабхе гаиqa хцаша, аус коро. Избанзар хабхе иштоп, парламента, ай абри ирыдыркылас, знапацаю, яха, айку шахатра, ва ратификация парламента джи иqалару. Убрекынту абра, гана гаракой хаму, ала, абас таачашала яхпар қалот, абрезцара, яхацгылац, абрезцара, яха, абха азмо, абра хайцшаверц, хабха, гаиqa хцаша, убриш гана гара хац хтахым. Избанзар убыси алет, яхатпия амтазухан ара, ус гана гаро абрия политика, а политик шароп, абриз зыбшква, абрезцара, ажлар ишермуху атызхо, убри ажлар ирахароп, игирхароп, убри гана гараква, яха хара хцот абра ачавира ахцап гвартора гудхала абра ачавира ахцап хала ачавира побрезцара убрекын ара мцхуки ачавира ахтахцан ара ядро ускоро усухар қалот арейку шахат рапсны аллахинца зыцбоз царупха раб хиргыланы абра ишдроп хадгилка ацана какой-то бри азарахна и вепши махархартаква хмал зигяца на какой-то бри айку шахатра убыс айку шахатра убыс яра ю абри аха ныршин пияво а компания ко рыла и другот абри компания корнапацаха и алот абри азарах по зиги хамал, экономика, убри, апархага дудза, полот, хунткара зухан, хмелата зухан. Убрикан пиетас харстахзам, абраш гуана гарахац хтахуб, а парламента жатагыла за ащаико, абракан кварче дукуб, убри тейхар илшот, яхепе тагыла за аща парламента кнаико, убряштех ахара кахцот, شغانا غرشفان حبخا وبري يحدح كل بصارجي وبري شزحكوي حبخا اجي وبريامي الله خوي جرا شما زيز اصحاب يا خوبسي قلت عبس وجنر اخبيترا جن حمو خدغانا جن حمو الزارة يودا الزارة زهن شي زنو حلق بتوك Чача рыхвит, хрыхвит, праздник шумор, балашот, хоче душрым, хабыра, ицбыра, ичмези, шрумор, балашот. Убри, авизес балашотом сара, хабыра, хабаче не тархо, янрам тез, апсо, зухани, начагылас, асакумпа, зиквилава изганыз, генезиклава изганапсо, цара нырызбыз, ККБ, ГИС, средничного, вона, акет, шведзомыз, дехахара, والله حمشاير خالوش زبط خا حشب خشوشة كحت شوشة وبس يقو بزبط كشمشم أجيجي أياشا ياشوب أياشا شياشو يتصارو كاتبس بيبي أبي زيجي اسخص على سبو سبيانا مزو رشوب أخا أكاك يبكيس حتيستخو Саташим зоза абра турктулан пиазаш кончек збот апсваха тва аха абстаза буси алахет аурус шек дурцахет аха
урысчала юбак жак схаста хоб избанзер из-за харани рачо из-за харс истахурачо. Абхенергулан. Друзья мои, во-первых, я вас всех поздравляю с большой победой нашего боксера Агар Бахаритона. Стал чемпионом мира. Но не просто так я вас поздравляю. Я вчера этот бой смотрел. У меня были смешанные чувства. Я гордился этим парнем. Потому что когда он выходил под абхазскую песню, патриотическую песню, и в сопровождении двух ребят, одетых в черкеску. Меня переполнили очень много эмоций. Я даже сегодня еще раз пересмотрел этот бой. Этот парень, который с 5 лет живет в России, но кровь играет, кровь абхазская в нем. Он, находясь там, не потерял чувство патриотизма и долга перед Абхазией, что он абхаз. И хотя он и выступает под нашим дружеским флагом, российским флагом, и в тот момент, когда наши ребята восхваляют, приносят победы Российской Федерации, когда головы складывают наши ребята за Российскую Федерацию, мне непонятно некоторые выступления политиков, когда они говорят, что в Абхазии существует антироссийские настроения. Это так, чтобы нас слышали, о чем мы говорим. Мы победили огромную в наших, в сравнении с нами, грузинский фашизм. Мы этого не побоялись. Сегодня мы начали сдаваться перед олигархатом. Некоторыми личностями, единичными личностями Абхазия начинает сдаваться. Сдаются политики, сдаются руководители. К сожалению, за больше чем 2,5 года разное было в парламенте. Если кто хорошо наблюдает за моими выступлениями, за моими вообще действиями, есть такое понятие, корпоративная этика. То есть мои друзья, мои коллеги, да, много чего, может быть, допускали в парламенте ошибок, но я никогда старался это не говорить, я всегда старался поддержать депутатов, говорил, что, может, где-то молодость играет, но они знают, что делать, я в них верю и так далее, и так далее. Но всему приходит конец, и приходится иногда говорить, уже скрывать, даже украсить нечего. Когда мои коллеги говорят, что это письмо родилось, потому что в этом есть необходимость, в смысле того, что большинство так решило, когда спрашиваешь, где это большинство решало в парламенте, мы такое не знаем. Оказывается, в ресторане Абырлаш решается, в кабинете президента решается, в кабинете премьер-министра это решается. Везде решается, кроме парламента. К сожалению, этот факт уже скрывать невозможно. Более того, представители оппозиции 21 числа были на встрече с депутатами. Там был Адгур Амиранович, был Ливан, был Тимур Гуля, Ишсо Иванович, Илья Чичикович, если кого-то я забыл, по-моему, всех назвал. Но такого разговора мы не помним. Более того, мои коллеги сказали, что никакого письма не будет готово. Что эти встречи, не последние, что мы будем проводить консультации и так далее. И часть оппозиции, часть народа, представители, пусть общественные организации там тоже были, партийные лидеры, с уверенностью ушли, что до этого времени они не имели никаких сомнений в парламенте, и с уверенностью ушли, что это разговор не первый, не последний, потому что там на этой встрече отсутствовали представители исполнительной власти. Более того, если я не ошибаюсь, я 2 раза сказал, и ребята все подтвердили того, что друзья
наши депутаты, с вами не о чем нам оппонировать, потому что мы знаем, что вы сами 20, значит, и, как говорится, изменений внесли в это соглашение. О чем тогда мы с вами будем оппонировать? Нам нужна исполнительная власть. То есть ребята постарались уважить парламент, подчеркнуть ихнюю, значит, приверженность идеям, значит, как его нашей страны, в том, что она должна быть экономически, политически, должна быть она независимой. Однако в тот же день депутаты, якобы, которые уже имели совещательный опыт в ресторанах, написали письмо, в котором они заложили идею о том, что парламент полностью, всецело поддерживает, значит, якобы там какие-то изменения, с этим готовы ратифицировать. Вот такая вот ситуация. Теперь, пользуясь случаем, я хотел бы возобновить эту практику, как депутат парламента, обращаюсь я к сидящему здесь народу и тем, которые нас будет сегодня лицезреть. Я как депутат парламента, как депутат 7-го созыва, даю вам слово, что я не буду поддерживать это соглашение в том виде, в котором сегодня они собираются его, значит, ратифицировать. То есть у меня не было вопроса такого, что я не собирался поддерживать. Мы сказали, что мы внесем некие изменения и уже заложив интересы страны, нашего бизнеса и всего остального, мы примем эту ратификацию. Но, к сожалению, все произошло наоборот. Я обращаюсь к тем людям, которые зарабатывают своим трудом непосредственно извозом людей и трансферами. Это тяжелая работа, и в жару, и в холод, постоянно за рулем. Как минимум грыжу зарабатывают они на спины свои. Но они тогда трудятся и порой, кроме себя, еще и близких содержат. Чтобы вы понимали, по этому соглашению даже транспорт туда попадает. Все транспортники, да, которые вот у нас сегодня работают, они останутся без куска хлеба. Потому что по этому соглашению они будут закупать огромные транспортные средства на льготных основаниях, без НДС будут завозить, без налогов, и они будут, с ними невозможно будет конкурировать. Наши вот ребята, кто на извозах, это огромный пласт людей. Я уже не говорю о большом бизнесе, о среднем, уже не говорю, я говорю о со всех мелких вещах. И самое главное в этом соглашении, вот я хочу напомнить тем депутатам, может кто-то запамятовал, которые буквально не дали как месяц, может быть полтора назад, такой, скажем, флешмоб провели и выступили перед народом, перед своими избирателями, где они говорили, что они не будут поддерживать, значит, вопрос закона об апартаментах. Я хочу понять этих людей, как сегодня их позиция изменилась. Потому что в этом соглашении осталось такое понятие, как многофункциональные комплексы. То есть не убрали это понятие. Вот я хочу вам сказать, что такое многофункциональный комплекс, потому что это соглашение, это не закон. В законе у нас такого нет. Но в соглашении. Соглашение всегда выше, чем наши внутренние законы. Вот послушайте, что означает мировая практика применения понятия многофункциональный комплекс. Это объект недвижимости с большой площадью, который содержит в себе меньшие площади различного предназначения, такие как офисы, жилые и торговые, гостиничные, апартаменты, игровые и другие помещения. Вот о чем речь идет. То есть, когда закон не получилось, теперь они нам ее воткнули в понятие, значит, многофункциональный комплекс. И потому я обращаюсь к депутатам
Там было на тот момент, я насколько помню, где-то около 20-26 человек, которые официально выступили и сказали, что не будут поддерживать закон о апартаментах. Но зато нам это принесли в соглашение уже. Теперь это даже не только апартаменты, там еще нам и финансовую нагрузку на Абхазию дали, и риски финансов. Все. Мы не против инвестиций, но не в таком виде. Мы не против денег, но не любой ценой. Не любой ценой. И потому я еще раз говорю и открываю этот флешмоб. Я хочу, чтобы моему примеру последовали все наши коллеги. Я против этого соглашения в том виде, в котором они нам сегодня дают. Спасибо вам. Вы знаете, я бы хотела, не стану обращаться к здесь присутствующим, я посредством вот того, что снимается, я хотела бы обратиться в первую очередь к руководству страны, к парламенту страны. Я хотела бы обратиться больше к ним, нежели к нам, потому что здесь присутствующие, мы с вами разделяем единую вот мысль о том, что это соглашение ущемляет наш суверенитет. Для нас, я думаю, здесь ни у кого не возникает вопроса. Вопросы возникают, вернее, в нашей исполнительной власти, в нашего руководства. Вот я просто, знаете, так скажу. Я хотел бы у них спросить, в общем-то, почем нынче наша Родина? Сколько стоит наша земля? Вот сколько? Во сколько они ее оценивают? Я думаю, ответа бы вряд ли бы кто-нибудь сейчас бы из нас услышал бы. Но я отвечу. Да? Таким эпизодом из Библии. 30 серебряников, друзья. У них она стоит, земля наша, 30 серебряников. И также знаем из истории Библии, что это очень плохо закончилось. Да? Мы знаем, что случилось с Иудой. У меня других слов, как назвать наше руководство страны и людей, которые это сегодня сделали, и ребят, и депутатов, коллег, которые, я все-таки бывший депутат, назвать их иудами, по-другому у меня нет слов. Это иуды, за 30 серебряников продавшие нашу страну. Я просто хочу напомнить, им же хочу напомнить, Кущевку, да? Что такое Кущевка, мы все знаем. Это Ткачев и бытность его работы губернатором, у него была Кущевка. Из нашей страны хотят сделать Кущевку. Вот цена данного соглашения. Мы, каждый здесь присутствующий, коллеги, друзья мои, все мы уже не единожды говорили, что это соглашение, это правда наступление на наш экономический суверенитет. Экономический суверенитет. Как мой друг Илюша говорил, да, войну мы отстояли, войну мы выиграли, победу мы принесли, да? Мы получили свою свободу. Но сегодня идет экономическая война. И она оказывается страшнее войны той, которую мы провели, которая была у нас 92-93 год. Там мы хоть понимали, что ценой собственной жизни мы можем отстоять нашу землю. И мы ее отстояли. Но сегодня у нас экономическая война. И мы, на что мы вообще, я просто у руководства хочу страны спросить, на что вы кидаетесь, друзья? На бусы? На бусы олигархов? Мне непонятно. У меня нет, понимаете, вот сейчас я говорю, это крик души. У меня вопросы к народу нашему, который пишет вандализм с памятником. Да, это вандалы, кто нарисовал. А то, что происходит, законный беспредел в законе, это нормально. Депутат позволяет себе просто написать письмо от себя лично, и он, оказывается, какая-то часть согласна с тем, чтобы вот подписывать, ратифицировать данное соглашение. А я хочу сказать, вот, Кан Валерьевич, вы сказали, флешмоб надо опять обращаться к депутатам, а я хочу обратиться к Лаше Ашуба и просто сказать, здесь идет попрание просто Конституции и, опять же, документа, который должен для депутата являться настольной книгой, это регламента парламента. Он не соблюден. Он не то, что не соблюден, на него просто наплевали. То есть, вы понимаете, это беспредел полнейший, нигилизм, правовой нигилизм полнейший. Мы говорим о вандализме.
Какой вандализм? Это помыть можно, в конце концов. Мы отстоим, мы помоем, вымоем наши дороги от краски, а мы не отмоемся никогда от такого правового нигилизма. Отрицание собственных законов. Вообще, вы понимаете, этот человек, даже Иуда его страшно назвать. Слушайте, он просто, я не хочу оскорблять этого человека, но, друзья, мы просто, я правда хочу обратиться к народу и призвать народ. Мы должны в этом вопросе встать все вместе. Это, понимаете, я еще раз говорю, оказывается, с оружием в руках Родину защищать легче, чем защищать ее вот так, экономически, вот от таких неправильных законов. Законов, которые будут иметь большое пагубное влияние на наше будущее, на наших детей. То есть эти люди, я не знаю, ни в чем они видят нашу страну, в каком будущем они видят, но его нет. Спасибо. Извините за эмоциональное выступление. Когда появляются условия для того, чтобы какой-то стране предложили инвестиционное соглашение или любое инвестиционное предложение, это предложение должно в первую очередь соответствовать интересам страны-реципиента, то есть той страны, которая это предлагает, ее граждан. Главные выгодополучатели от таких предложений должны быть граждане страны. Что получается в нашем случае? Компании, которые будут заходить сюда, юридические лица с инвестициями, будут априори находиться в гораздо более выгодном положении, чем бизнес, который находится внутри страны, или бизнес любых третьих стран, которые захочет инвестировать в Абхазию. Это беспошлинный ввоз оборудования, товаров и технологий. Раз. Второе. Это налоговые каникулы от 10 и более лет. Третье – это импорт рабочей силы, и трудовых ресурсов. Вот представьте на одну секунду, вы поднимаете здесь бизнес, у вас уже что-то есть, налаженные экономические связи, логистические цепочки. Естественно, вы друг с другом конкурируете. Появляется компания, которая не платит налоги, которая завозит сюда беспошлинное оборудование и товары, например, строительные, которые завозят сюда импортированную рабочую силу. Как вы с ними хотите конкурировать? Вот просто мне интересно, как вы сохраните свой бизнес? Как вы дальше будете планировать свою экономическую жизнь? Предположим, вот здесь есть молодые люди в зале, которые там получили образование, вы что-то планируете. Но как вы будете планировать? Вы имеете доступ к кредиту в нашем банке по 25, 35, 40%. Сюда приходят такие же молодые люди, как вы, и они имеют доступ к иностранным банкам, это я еще не сказал, позже скажу, по 5-6%. Вы с ними что, сможете конкурировать? Вас выкинут на периферию, вы там за заборы будете на них смотреть, и в лучшем случае работать на них. Я не знаю таких инвестиций ни в одну страну, которая делает из граждан этой страны второй сорт. Может, вы знаете, подскажите, я не слышал такого никогда. Где такое есть? Теперь по поводу банковской системы. Вот вы меня спросили. Вы понимаете, банки – это кровеносная система финансов государства. Через него проходят все. Когда вы деньги в банк сдаете, или когда вы получаете деньги от инвестора, вы их туда кладете на ваши счета, это же не значит, что они там мертвым грузом лежат. Они функционируют, подпитывая другой бизнес, коммунальные услуги, пенсии, зарплаты, понимаете? Я правильно говорю? Так же? Теперь представьте, у вас сюда многомиллиардные инвестиции, их обслуживают не ваши местные банки, их обслуживают иностранные банки. Почему? Ну, мне сказали, потому что мы не доверяем вашей банковской системе. Ну, вы когда-нибудь слышали, что люди инвестируют в страну, они доверяют этой стране, она нравится им, а банковской системе они не доверяют. Понимаете как? Такое предложение делается только тем, которые сами себя не уважают. А принимают ее только те, кто не ценят и не любят свою страну. Я не знаю, Либан, вы, наверное, скажете. У меня такое предложение. Я считаю, что принимать такое соглашение – это губительно для нашего
экономического суверенитета, а он за собой потащит и политический суверенитет. Это аксиома, понимаете. Поэтому у меня предложение. Давайте составим что-то вроде штаба или плана действия, который будет в себя включать в том числе и акции протеста. И я хочу предложить следующее. У нас в Конституции сказано, главным юридическим лицом, обладающим всеми правами и властью в Абхазии, является народ. Правильно я говорю? Давайте воспользуемся этой статьей нашей Конституции. Потому что сегодня у нас эту Конституцию хотят отобрать. Потому что кто-то хочет осуществить проекты, я не знаю, Монтера Групп или еще каких-то организаций. Не для того мы вот здесь 30 лет терпели трудности, невзгоды, лишения, чтобы наши ребята, вот вы, ваши ровесники, были вынуждены эмигрировать из Абхазии и искать лучшую долю где-то. Мы хотим, чтобы здесь, в Абхазии, было место, лучше которого нет нигде на земле для вас. Вот это наша цель, и мы ее должны добиться. Если вы помните, вот 1,5 месяца назад, когда весь народ, когда понял, в чем дело, встал и подал голос, естественно, власть, понимая ситуацию, что она не удержит, отказалась от этой идеи. Но давайте отмотаем назад и вспомним. Даже в этом законе, который нам предлагалось, там ограничительные, это смешно выглядит, но я сейчас о чем говорю, там даже ограничительные меры стояли, вопрос шел о 30 тысяч апартаментов. А вы понимаете, что здесь даже этого уже нету? То есть вот этот вопрос позволяет им где хотят, как хотят, сколько хотят, без никакого ограничения строиться. То есть там нету никаких ограничительных мер. Вот что самое страшное. Я хочу, чтобы вы это поняли, я хочу, чтобы народ это услышал. Если вы за 30 тысяч апартаментов готовы были голову свернуть, подумайте, что вот эта одна фраза завуалирована, многофункциональные комплексы, она вообще дает возможность без ограничений строить столько, сколько хотят они. Я хочу, чтобы вы это поняли. И вот чтобы вы людям это объяснили. Это самое страшное вообще, что могло быть за наше время. Наша земля остается еще собственностью народа, не подлежащей купли-продаже. Де юре земля не продается, но по соглашению, в данном случае, по этому соглашению, если некий инвестор зашел сюда, Он имеет право нашу землю отдавать в залог банку. ну, поймите меня, здесь есть момент такой, это соглашение. Почему соглашение? Я всегда этот вопрос задаю нашим министрам. Зачем вы идете по пути соглашения? Почему вы не идете по пути гармонизации? Гармонизация что? Это, значит, сведение интересов законов между Российской Федерацией и Абхазией, сближение их интересов. Потому что закон можно всегда поменять односторонне. А соглашение это всеобъемлющее, входит туда то понятие, которое может быть противоречить нашим законам. Это Барцыц, министр юстиции, открыто сказал. Но это потому и создано соглашение, потому что то, что иногда идет противоречие законам, мы вынуждены это делать в соглашении. И в соглашении есть такое понятие. Если добросовестный, значит, инвестор обанкротился, так как он деньги берет в банке, все имущество на тот момент, движимое, недвижимое и земля отходит к банку. Вот так мы все отдадим. Еще хочу, чтобы вы знали один вопрос. Я не буду выдавать свою коллекцию. Даже его сторонники, некоторые ребята ходят к нему, говорят, аби аумцан, аси алазом, мари алазом, варабаса ваир, хадгил парзан, ход. Я даже назвал город Новокузнецк, какой-то вот в Сибири. Ну, так, к примеру, он назвал, говорит, кому-то из Новокузнецка или Новосибирска, говорит, кому-то достанется. Президент, знаете, что ему ответил? Он сказал, мне без разницы, кому наша земля достанется. То есть, абхазам, или жителям Абхазии, или Новокузнецк, или Новороссийск, или
Ему без разницы. Оказывается, он только думает экономически, чтобы это приносило. А кому эта земля достанется? У него, оказывается, и наш депутат пришел, вот это рассказал. И я бы что-то ему ответил. Он сказал, говорит, ну так не бывает, ты не можешь так разговаривать. Вот все его отношение. А мы стесняемся выйти, мы стесняемся свой голос подать, мы стесняемся собраться, стесняемся. Чего мы стесняемся? Мы прошли ад, слушайте. Ад прошли, не стеснялись, кого мы? Железные ворота боимся. Для чего мы боимся? Я вам хочу другое сказать, друзья. Скоро выборы. Я не знаю того человека, который готов отдать ему свой голос. Я понимаю, 5 лет назад люди были обмануты, не знали его хорошо, возможно. Никого не собираюсь винить, никому не собираюсь ярлыки вешать или в чем-то обвинять. Это выбор каждого человека. Но тогда вы его не знали. Сегодня же, знаете же, сегодня же видели, сегодня же вы все столкнулись, слушайте. Человек, который готов ему голос отдать, или те, скажем, лидеры, которые там бегают за ним, значит, национальных, как его, лидеров, армянской диаспоры, российской, не знаю, греческой, все там, которые хотят бегать за него. Не вас там, как его, в Адлере, на Красной Поляне вас отжимали дома у вас. Вы через это прошли, может, забыли некоторые. То же самое здесь будет. Мы должны остановить этот процесс. Мало ли кто выступит, я не знаю, кто будет там выдвигаться. Но здравомыслящий человек должен вывод уже сделать. Уже пора сделать. Для этого не надо драться, не надо на это идти. Просто надо прийти, проголосовать. Вас это никто не будет за это вас, как его проверять. Слушайте, сделайте нормальный выбор хоть один раз. Я обращаюсь ко всем, кто мы все были обмануты. Надо это признавать уже. Лучше сегодня признаем и сделаем правильный выбор. Спасибо. Еще один факт, который люди должны знать, что после того, как залог остается банку, он переходит еще и к третьему лицу. Вот здесь это. Право продажи третьему лицу. То есть это фактически легальный уход от абхазской конституции, от продажи земли. Это фактически рейдерские захваты абхазской земли. Я просто буквально добавлю вот к вашему вопросу. Согласно Конституции, земля не может быть продана, но соглашение носит наднациональный характер, но не выше Конституции. Вот здесь я немножечко просто поправлю, но чтобы вы понимали, как будет отчуждаться земля. Арендные отношения. Нет, не арендная. Земля в аренде, но здесь другое. Как только ты начинаешь осуществлять строительство, под данное строительство идет отчуждение земли. И она становится неделимой частью объекта. Вот в этом конкретном случае, земля может быть предметом, не сама земля, а строительство на определенном участке земли становится объектом залога. Совершенно верно, да. Что является бессрочным пользованием. Здесь даже не регулируется ни соглашением, ни Конституцией. Здесь регулируется законом о земле, земельным кодексом. Поэтому все, вот даже, чтобы вы понимали, вот сейчас очень модно виноградники сажать. Все, вот мы обсуждали этот вопрос, многолетние растения тоже являются средством, могут быть средством залога. То есть многолетние насаждения могут быть также отчуждены и также быть впоследствии проданы. Здесь самое главное, вот 3 этапа будет происходить, да? Первый этап это в арендные отношения, потом, как только строительство, это отчуждение земли, и третий этап, если в случае неисполнения обязательств, в случае недобросовестности, в случае чего-то, может быть продано третьим лицам. Вот так будет уходить земля. Есть пункт 9, где говорится, что невозможны, потом не будут возможны изъятия лесных ресурсов. То есть, чтобы не думали, что это только касается тех участков, которые под зданием, да, под строением. Все, что здесь есть пункт, что невозможно изъятие лесных ресурсов. Речь идет и
о лесах. Поэтому по этому соглашению есть много фактов, которые говорят о том, что здесь ответственность абхазской стороны. Самое главное, в 16 пунктах о том, каким образом Абхазия отдает земельные участки. И какую ответственность она несет после того, как соглашение подписано, и каким образом не меняется законодательство в отношении этих земель, которые были отданы. То есть все сделано для инвестора, так скажем, в кавычках. Почему в кавычках? Потому что такие привилегии, которые здесь прописаны по этому соглашению, не имеют абхазские компании сегодня. Это все сделано, то есть вот какая абхазская компания, значит, сегодня, платя арендную плату, через 10 лет застрахована от того, что арендную плату не поднимут. Ни одна. То есть если будет принято решение о том, что абхазская компания через несколько лет поднимается, потому что инфляция, значит, у нас капитализация наших земель каждый год растет, и теперь мы поднимем цену, но, и это будет справедливо, но не для этих компаний. Для них остается эта цена фиксированная в момент подписания, принятия этого закона. Ну, здесь инфраструктурные вопросы, да, то есть все инвестиции в инфраструктуру также закрепляются за инвестором. Здесь в залоге может быть и энергетическая система, здесь в залоге может быть шахты, да, уголь, наше сырье. И таким образом это наши ресурсы, уголь, все, что возможно, да, они переходят банкам, а банк уже по своему усмотрению может отдавать третьим лицам. Продаст Иванишвили как... Да. Еще одно. Здесь это опасность, о которой мы говорили, что это осуществляют иностранные, российские юридические лица. Они открывают здесь филиал. Кто является собственником этого российского юридического лица, мы не будем знать. Потому что оно зарегистрировано будет в России. Может это, значит, по закону, это может быть офшорная компания, которая является собственником этой российской компании, которая открывает здесь филиал. Таким образом, любой гражданин России или не гражданин, имеющий, значит, офшорную компанию за границей, может стать собственником абхазской земли. У нас вот уже есть такой пример. У нас есть уже эти примеры, поэтому вот такие опасности, если мы, я думаю, здесь можно очень долго говорить о том, каким образом Россия защищает свои интересы на своей территории. Когда она имеет контрольные пакеты в сырьевых компаниях, когда они в телекоммуникационных. Почему мы должны открыть полностью, да, здесь все сферы нашей жизни, вот все. Нету направлений, которые мы не предоставляем инвестору. То есть все направления экономической жизни открываются, и это не представляет опасность для нашей страны. Для нашего руководства. Так, в общем, я вспомнил, здесь сидят вообще взрослые люди, я помню, 70-е, 80-е годы, когда отстаивали интересы абхазского народа, когда боролись за свои права, нас обвиняли в чем? Антисоветскости, антигрузинскости. И обвиняли это не грузины, не русские, абхазы, кстати, если вы помните. Наши работники, обкомовские, большинство, обвиняли нас, значит, в том, что мы являемся националистами, выступаем против Грузии, потому что мы часть грузинского культурного мира, часть грузинской политической системы.
Так нас обвиняли. Меня удивляет сегодня, то, что какую-то аналогию я вижу. Когда мы начинаем говорить на абхазском языке в Абхазии, нам говорят, что это что-то национализм, вы националисты. Когда мы говорим, начинаем бороться за свою культуру, за свой язык, за свои права, нас обвиняют, что мы националисты. Оказывается, мы антироссийские. Это раньше говорили, что антисоветские, антигрузинские, а сегодня, оказывается, мы антисоветские. То есть это мне уже вот какие-то вот аналогии какие-то не видят. То есть сегодня вот правильно, это закон этот, мы сейчас это видим, да, завтра другой закон будет. Третий завтра, мы не знаем, какой закон будет. То есть сегодня идет тотальное наступление на Абхазию. Тотальное. Во всех областях. На политику, на экономику, на культуру. То есть сегодня мы стоим перед выбором. Серьезный выбор. Не просто там экономика, не просто там какие-то олигархи. Мы не знаем источник денег этих олигархов, которые сюда идут. Мы не знаем. А мы что, не слышали? Как говорили, сколько миллиардов положат наши близкие друзья с Востока, чтобы захватить Абхазию. Сперва 10 миллиардов было, сейчас 30 миллиардов было. Да, мы говорим какие-то там Ткаченко, там какие-то российские олигархи и так далее. А источник денег, может, это, на мой взгляд, все-таки идет, учитывая то абхазофобское ненавистничество вообще к истории и культуре абхазского народа, которое мы сегодня видим в социальных сетях. Вы же видите, какое антиабхазофобское наступление идет. Каждое проявление абхазскости сразу же подавляется, сразу же появляется в социальных сетях. Это откуда может идти? Неужели нашему союзнику, нашему российскому государству это выгодно? Я не думаю, что это российскому выгодно. Мы знаем, что происходит в России, мы знаем, что происходит мы знаем, что происходит в мире. Хотя по большому счету, кто у меня отнимает землю, кто у меня отнимает язык, будь это грузин, будь это турок или русский, француз, не имеет значения. У меня отнимают мой язык, мою культуру, мою родину. Я не отдам никому свою родину. Я не отдам свой язык никому. И сегодня мы стоим перед серьезной угрозой. Просто, это настолько это завуалировано, все это проходится, вот этот законопроект, это настолько завуалировано. Это то же самое, что происходило в 19 веке, когда нас лишали своей земли, обвиняли виновных. Тогда это была империя, а сегодня это нашими руками, нашими же манкуртами. Сегодня у власти находится антиабхазская, антинародная, антигосударственная власть. И я думаю, что мы сегодня должны просто сказать, все те законы, любые законы, которые будут приняты и приняты, они являются нелегитимными. Общественность Абхазии, граждане Абхазии не принимают за легитимно. Они должны знать, что завтра это все будет ликвидировано. Завтра мы делегитимизируем это. Завтра любые законы заранее, все те, которые настаивают на это, внутри Абхазии, за рубежом, они должны знать, что даже если не примут, народ это не воспримет, это будет делегитимизировано, мы с ним, тем более у нас такие законы есть, если она противоречит Конституции, мы можем принимать такие законы. Я думаю, что если какие-то резолюции будем принимать, это надо пункт обязательно указать обязательно. Поэтому у нас, да, действительно есть, вот депутаты есть, которые отстаивают интересы абхазского народа. Мы должны их поддержать. Тех людей, всех, которые отстаивают национально мыслящие, всех граждан, независимо от национальности, он абхаз, там, русский, армянин. Русские коренные, которые здесь живут, они больше патриоты многих абхазов, этнических абхазов, которые сегодня здесь живут. Мы все вместе сегодня должны встать и защитить Абхазию и создать условия для дальнейшего развития. Здесь говорит уже все объяснено уже там. Нам просто надо соорганизоваться, начать защищать свою страну. Ава Айвилар Шихацкан, Вара Зинза, Гирца Улан Сфагерстах, да. Избанхас
шаҟантә ҳалацәажәахьоу. Абра итәоу зегьы шәаркарахьеит абри азҵаара. Ажәларгьы иаҳзыӡырҩуаз даара иҳаркарит. Абарҭ аҷкәынцәа ӷьаҵәы-ӷьаҵәы аԥхьа игыланы абри зхо ирхәо ҳмаҟала аҟынӡа ҳазнеиуа роуп сыззеилымкаауа. Сара схала сцәажәаӡом ара. Са сцәажәоит иахьа абри шышәдыруа еиԥш аинтеллигенциа рхеидкылаха иҟалҵаны иҳамоу аидгылара аганахь ала. Убырҭ зегьы ражәа шәасхәоит сара. Абри аԥхьа апартаментқәа ирызкны ицәырҵыз азҵаара налаҵаны, иахьа инвестициақәа ирызку даҽа ганкахьала иаваргьежьны иҳадыргало апроект ҳаҿагылоуп ҳара абри. Иҟалаӡом убри апроект ҳадаҳкылар. Абри сҩызцәагьы саргьы ҳахьӡала ижәдыруазар сҭахуп иаҳзыӡырҩуаз зегьы. Иҟалаӡом иаанкылахуп, абриоуп ишәасҳәо. Шәывагылоуп, шәааигәара ҳаҟоуп, иҟашәымҵан абри иаҳзыӡырҩуа. Апарламент иалахәу адепутатцәа шәхаҵкы сцаап, ара иҟоу шәыҟоуп, ирҳәоз шәаҳаит. Абра ҳамзеилибамкаа, шәареи ҳареи аԥхьа аусқәа даҽакала идәықәлар ауеит, абри жәдыруазар сҭахуп сара сыхәҭаахьалагьы. Усҟан абарҭ аҷкәынцәа зегь раԥхьа ҳаргьы ҳгылоуп, абри жәдыруазар. Абриоуп иаахьаԥшишәаз. Очень похож этот законопроект, помните, по железнодорожной кредите и все тому подобное, да, мы прекрасно помним. Также нелегально фактически вот эта бумага попала, потом, которую искали долго вообще, кто подписывал. У меня вот вопрос, уже как бы так получилось, что между этими двумя властями 5 лет находились люди у власти. А почему мы тогда не взялись за этих людей, и они не в ответе? И через 5 лет опять вернулись к власти. Сегодня вы по бюджетной политике, вы прекрасно знаете, какие деньги государство платит за это железнодорожный кредит. А акт приема железной дороги еще не подписан, кстати, вы знаете? А в Абхазию попало всего-навсего 1 300 000 000 рублей из 2 миллиардов. А получается, что страна платит за 2 миллиарда, еще и объект не принят на баланс. Это вообще. И эти люди в течение этих лет, которые у них не было возможности 5 лет управлять страной, а через 5 лет вернулись, и уже мы под другую кабалу уже попадаем. Новая. Да, часто наш уважаемый президент любит открывать свои совещания красивыми картинками, батумскими картинками. Да? Там видеосъемки такие красивые, там все сверкает, мигает. Блин, ребята, ну просто откройте границу, пускай люди поедут и спросят у самих батумцев, действительно, что там происходит. А там происходит удивительная вещь. Есть некоторые политики, которые сегодня уже как бы баллотировались, кто-то прошел в парламент. Это очень серьезные банковские структуры, которые захватили огромные территории на территории Грузии. Туда всю Грузию. Там всю Грузию. Но это соглашение будет намного хуже. Почему? Потому что там хотя бы те же банки, TBC, там Сакартвело, там Картули, там вот эти банки, которые, они хотя бы грузинские банки. Даже если это не банки захватили все. А здесь нам предлагают еще что-то. Оказывается, даже абхазские банки вообще не участвуют, их просто нет. Я один пример, просто у меня сосед, все знаете, я батумский, у меня сосед есть один, как бы между нами колхозный такой, сад был. И после развала Советского Союза этот колхозный сад, естественно, раздавали, кто мог, значит, доказать, что это дедовские земли, значит, от колхоза отнимал. Он забрал какой-то участок, а когда бум был продажи этих земель, инвесторам один из первых он продал, купил Мерседес, был самый крутой парень в деревне. Но через некоторое время эти земли стали дороже, и соседи, которые поменьше участка продавали, они по 5, по 10 раз
больше заработали. Он возмущался, что, как, говорит, я продал за 10 тысяч, а здесь, говорит, меньше участок продал за 50 тысяч. Он дождался, а там уже небоскреб построили. Он дождался этого, по-моему, казах он, если не ошибаюсь, владелец. Дождался его, естественно, этот нелицеприятный разговор перерос в драку. Он попытался его чуть не убедить, там еще охрана развела, все. Естественно, человек написал в полицию, его арестовали, этого соседа. Судили, суд вынес решение, что в течение там несколько лет для него специально нарисовали красную линию. Чтобы он туда не заходил, если он туда попадет, значит, он получает 4 это самое. Беда в том, что дорога к этим апартаментам проходит через его калитку, где он живет, собственно говоря, сам. А линия у него начерчена так, что если он зайдет туда, там камера наблюдения, сразу зафиксируют его, арестуют, на 4 года закрывают. А у него-то... Он этим, это беда, ребята, на самом деле это беда. Это кино про нас? То, что он заработал, и в свое время он гулял, он же отгулял. Мерседес уже старенький, другого бизнеса у него нету. И таксисты, которые заезжают, что забрать клиентов оттуда с апартаментов, он каждый раз у этой калитки своей, где красная линия проходит, дерется с ними, что не заходите, не забирайте, я хочу на них заработать. И каждый раз в нашем районе, когда если мат услышишь издалека, значит это он ругается с таксистами. Вот что происходит и произойдет в Абхазии. Здесь сказал, вот там. Предложение. Вы нам красочно рассказал о том, что станет. Ближайшее будущее. Да, кроме того, я говорил о банках, хотя бы уже грузинские банки, да, владеют этими землями. В Батуми серьезные проблемы национального характера, я вам скажу, порядка 80 тысяч граждан России, которые купили апартаменты, они уже обосновались в самом Батуми. Когда батумцы друг друга встречаются, даже они друг друга даже могут не знать, но лица знакомые, они радуются, как родственникам видят, потому что их настолько меньшинство стало. Естественно, они не выдерживают никакой конкуренции. Батумские местные только могут посудомойщиками устроиться, потому что то образование, с которым инвестор, с теми ресурсами, людскими ресурсами, что заходят, они не располагают. Извините, они официантками не могут устроиться, потому что, например, недалеко от нашего дома, там казино, очень крутое казино, никто из наших местных не работает. Если повезет, если ты будешь двери открывать, закрывать. Потому что там девушки с Украины, ноги отсюда растут, а местных женщин не возьмут туда работать. Понимаете? Я вам говорю, это реально, это беда. И когда кто-то красивые краски показывает, пускай картинки уберут, пусть выдадут им пропуска, поедут и пообщаются с людьми, здесь же депутаты, пускай едут. Зира шукзадзиге, есть артистов Абхенергуланы, правоохранительные органы. Захчо, Смазуран, Нукозго, хочу их поблагодарить. Идут за Харасхарстаху, невзирая на то, что несут службу, работают. У них есть главнокомандующий, соответствует, он не соответствует быть главнокомандующим, это другой вопрос, но что хочу сказать, вот это вот апсвара, алламус, совесть, вот это присутствует, не все потеряно. Хочу их поблагодарить за человеческое отношение. Спасибо, да. Что касается вот всего того, за что мы сегодня здесь собрались, касаемо соглашения, вот там было сказано, что в залог могут землю. Вот, как вы думаете, вот я хочу сказать свое мнение. Были неудачные наступления во время войны, были удачные, неудачные. И в неудачных наступлениях без вести пропали наши отцы, братья. Среди них был мой тесть. До сих пор
его кости к земле не предали. Даже не знаем, где. Вот мои дети, их дедушка, неизвестно, где он покоится. И как вы думаете, вот могу я позволить в залог заложить кости своего тестя, или брата, или отца, там все наши, там мы все близкие. Вы представьте себе, насколько это глубоко кровью пропитана земля. Наши кладбища и кости мы можем в залог залаживать. Это безумие, это никакой логике не подлежит. Есть Конституция, главный закон со стороны, который не соблюдают. Есть Кодекс чести, Апсвара и Хаухадзам. Там и совесть, там и честь, там и достоинство, там и поведение, там все. Там абхазский дух. Он есть, он есть. Не все до конца понимают смысл этого соглашения и какие угрозы он несет. Второй пункт – это встреча с депутатами на местах, чтобы избиратели встретились со своими депутатами, и те объяснили, вот как сегодня Кан сделал флешмоб, что те сказали, что они будут делать. Голосовать, тогда пусть обоснуют, почему они будут голосовать. Это второй пункт. И третий пункт, который никто не отменял, учитывая коварство нашей власти, учитывая то, что наша власть пренебрегает мнением народа, может и потребует у депутатов, да, проголосовать. Он же в открытую это сказал. Я требую, чтобы депутаты уже, значит, определились. Поэтому никто не отменял сбор людей, массовый сбор людей в день сессии. Это мы должны быть к этому быть готовы, поработать с общественностью для того, чтобы собрать людей, показать нашу силу. Власть только может разговаривать, с ней можно разговаривать только через силу. Вот такие пункты, я думаю. Народные традиции доживать.